самый огромный зал, скульптурный зал. Вот этот. Ой, сейчас грохнется. Вау! Классно. Вот это вот. Да, ребята, этот зал, он 8 метров в высоту. 204 квадратных метра. А где ребята, вы- он специально так спроектирован, это специально так рассчитывали архитекторы, потому что он делался, да, для того, чтобы здесь стояли эти скульптуры, чтобы здесь создавались скульптуры. Не смотрят на меня. Они на меня все смотрят, это страшно. Ай, страшилище такая. Все смотрят. Все смотрят. Они на меня так смотрят, типа сейчас снайперы такие. А кто это такой вот? Это вы подождите. Сначала мы обратимся к человеку по правую руку от меня. Все узнают, и все знают, кто это такой. А кто вы? Ленин. Точно. Все узнают дети Ленина. А что дети знают про Ленина, что так все его сразу узнают? Потому что он был жестоким человеком. А я все время путаю Ленина с Сталином. Да. Я все время Ленина и Сталин. Что у нас был жестоким человеком, Ленин или Сталин? И Сталин. Не Сталин или? Не, Сталин. Сталин. Что у нас такого творил Ленин, что вы считаете его жестоким? Не, я говорю Сталин. Так говори. Сталин. Ну, мне мама говорила, что он был очень жестокий. А вы знаете, чем отличился Ленин в истории? Он что-то такое создал, что... Так точно говорит. Он что-то такое создал, что помогло учиться. Лауреат Сталинской премии скульптор Азгур рихтуе до декады статую стваральніка сацыялістычнай дзяржавы Владимира Ильича Ленина. На декаде в Москве буде прадэманстраван новы росквіт беларускага выяўленчага мастацтва. Композиция Дзержинский. Она тоже составная? Да, тоже. Дзержинский, который на руках несет беспризорного ребенка. Это вовсе не обозначает, что Дзержинский носил беспризорных детей на руках. Это художественный вымысел. Азбур хотел показать с другой стороны этого человека, что он был еще и добрым, отзывчивым, который помогал детям. Также вот у нас еще есть композиция «Ленин с девочкой». Тоже можно сказать, что Ленин был добрым, отзывчивым, душевным человеком, который любил детей. А теперь, ребят, пойдемте, выйдем в середину, и каждый из вас может пойти посмотреть, что хочет в пределах этого зала. Фотографировать на телефон. А присесть можно? Мы не садимся. Нормально? Ты так тупо выглядишь. Что это значит? Действительно реальный человек, который держал на самом деле такой столетний партизан. Бля, Мороз, зачем ты сюда ехал, скажи мне? Зачем меня сюда привели? Зачем?
Дайте мне полетим домой. Маленький какой-то у них музей. На жаль, ми не маємо належного музея Бембеля, Селиханова, Анікейчика. То бок нам просто няма з чим параўноўваць. Калі мы гаворым пра музей скульптуры, то бадай вось ён і ёсць. Вот на вялікі жаль, там многія ж засталіся в ценю Азура. І таму, вот, калі гаварыць проста пра скульптуру, нават не звязку з Азурам, нават не звязку з Камневым, просто вот, каб на пальцах растлумачыць, што это за мастацтва, што яго можна абысці, што, чым розніца паміж жывапісам і скульптуры, то вот это самый ідэальны как бы спосаб. І тут все эти скульптуры успрымаюцца як статичные такие модели в скульптурном классе. Будь то там мікеланджелаўскія рабы, ці яшчэ хто, яны не носяць, ну, прынамсі, сёння ўжо дакладна, ніякай такой дадатковай вартасці не маюць. Это просто вот какие-то объемы, там 30 Лениных, на якіх мы абсолютно равнодушно глядзім. Вось дзяўчына, дык она і дакладна не скажа, хто ёсць тут хто. У майстэрні беларускага скульптара Азгура. Яго працы прысвечаны героям беларускага народа у Великой Айчыннай вайне. Легендарный капитан Гастелло, генерал-лейтенант Рокоссовский, герой Советского Союза, командир конногвардейцев, генерал-майор Даватар. А калі вы паглядзіце мужчынскія партрэты без барод і вусоў, вы абсалютна іх не адрозніце. Так что это не справа тут не в гендернай праблематыцы, што вот ён жанчын рабіў так, а мужчын так, а в тым, што ён рабіў так, каб да яго пасля не было причепок. Мне, как ни странно, очень теплые образы. Я никогда не думала, что это возникнет, но вот как раз таки образы вождей, которые, они вызывают во мне больше трепет, потому что, наверное, они для меня все немножко... Это как ни странно почему-то. Я вот сейчас ощутила их. Это очень странно. Хотя я не хочу их видеть в городе, но это просто реакция моя. Десятки тысяч працоўных беларускай сталіцы сабраліся 21 верасня на мітынг, прысвечаны адкрыццю манумента лепшага друга беларускага народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Родной и любимый товарищ Сталин! Ура! Товарищ Патоличев, открывая монумент великого проводыра советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Паводле апокрыфаў, как гавораць суседзі па майстэрнях, што сярод іншых ён разбіваў тых, кого пачалі рэпрэсіраваць аднаго за адным у 1937 годзе. А он з 28-29 года пранікся беларушчынай, і вот они все сябры, тут будуецца беларусізацыя. Першую сваю кніжку он выдаў па-беларуску 68 годзе. Ну, што то, што у него было. І адзін з ягоных вучняў да яго падышоў і кажа: Зігор Ісакович, якую вы добрую кніжку написали? Там вот про все. Ну вот, а чему вот вы там не радочка, вот як вот вы Сталина лепили? Вот вы ж Мао Цзэдуна бачили, асабіста лепили с натуры. Ким Ир Сена. Каже, як моя книжка называется? То, что помнится. Раз, а это не помнится. Человек,
А это просто не помню. И вот, когда вот мы глядим на это, я вот не могу как бы позбыться вот этой сентенции. А вот много и не помнится. Ну, что-то вот помнится, а что-то можно и целиком не забыть. И, в принципе, это, конечно, лёс такие. Гарного, до речі, помніка нема. От поставить тяжко гарному помніку у Менску і в райцентрі, откуда він родом. І, до речі, от мені цей образ подобається. Що ж таки, він його явно ведав особисто. Тобто позірку себе. Ну, мне Богушевич лично очень нравится. Вот с какого я ракурса на него не посмотрю, вот мне нравится он. Вот.
А, гипсовый? Вот Да, гипсовый. Ну, красивый. Красивейший. Он вот как раз романтизм такой. Ну, уже еще хороший, Не кстати. обязательно вируса, а просто вот на майстерстве, як злеплено. Ну И слеплено отлично. Здорово злеплено. І мені вельми подобається ягоны Рабіндранат Тагор, который стоит и в Национальном мастацкім музее. Вот. Тут так само бачно, что есть некое особистое ставление. То бок один и другие это литераторы. Ну, литераторы, принамсі, яких можна виявляти. То бок яны па-за часом, они не подлягают уже критике. И он как-то больше упевнений в этом, чем как бы створаючи в образе членов ЦК. Вот это его как бы тяготит, потому что он не упевнений, чем это завтра скончится. Не придется ли это все выпить? Ну так. Вот речи, а на улицах-то... О, всеядно. А на вулицях-то фактично нічого і не засталося. От чоловік ся завсюди мислив таким монументалістом і вдалим монументалістом, тут без питання. А так у нас хто застався? У нас Колос застався. Колос. Янка Купала, такой хрестоматийный. Ну, Купала в В'язанці. Вот, абсолютно хрестоматийный образ. Ну, його добре ведав, особисто ведав, годами ведав. Я Колоса лепил уже после Отечественной войны. Вот в этой мастерской он у меня здесь был и позировал. Вот он какой здесь. А вот этот снимок, это я, Колос и этюд, который я делаю с Якуба Колоса. И надо сказать, что вот этот образ, который я делал в 1949 году после Отечественной войны, лег в основу вот этого памятника, над которым я работаю сейчас. Я задумал композицию, но композицию из героев, которые не были бы иллюстрацией, а были бы живыми памятниками белорусскому народу. Колос был более характерный, у него была вот сразу эта голова, да. Угу. А Купала очень, вот как-то внешность, да, вот совершенно, вот, да, ни разу, да. Зрозуміється просто по портрету. Так, на Купалу некую схему робите? Да. Вот скажи, Купалы нету. Вот Вот портрета Купалы, ну вот Богданович, он такой характерный тоже, но тут, мне не кажется, это нет. Богданович другой. По-разному робите. Да, и вот тут такая, да, вот он, вот я не верю в этого вот Богдановича, если честно. Он, во-первых, очень, да. Другое впечатляет. Что он все это с желанием делал. Я нигде не уловила, что его тошнило от того, чем он занимался. Ну, тошнило-то вряд ли, но
Просто это потрясающий объем труда. И заставить себя каждый раз сделать то, что тебе не симпатично, не интересно, это невозможно в таком объеме. Если платят, но все эти станковые живопись, там С другой стороны, метры. может быть, он считал, что любой образ достоин воплощения. Нет, подождите, вот смотрите. Так лучше пусть это будет какой ложь. сумасшедший коллекционер, ботаник, вот с каким он упоением разглядывает, чем букашка одного вида там отличается от другого. Это три ножки, это четыре. Как букашки, Ну тоже, а может здесь быть. нос вот так чуть-чуть пошел так. Да. Это же восхищает его. Он любит своих Я букашек. ищу этот момент. Чем-то он должен был восхищаться, чтобы выдержать весь этот Пластикой, объем. самым разнообразием единого стандарта, заданного Но модой. еще лучше, чтобы это был при этом Сталин, даже еще высокооплачиваемый труд. Да. То есть эти скульптуры не позволяют себе не держать спину, некрасиво положить руку, на самом деле. Ну, он же ведь ваял не конкретных живых людей на самом деле. При всем своем реализме он ваял символы. Ну, очень много скучных символов сваяно кем-то, сделано. А эти вот не скучные, практически ни одна. Но заметьте, что они все улыбаются, или полуулыбка, или Вот что-то такое. это вообще смеется. Это вообще обнаглело. Слово эйфория, вот оно подходит здесь, они находятся Может быть. в эйфорическом состоянии Ну да. практически все. Тут вообще очень такой весь Весь сталинский. приятно так слепленный такой, фактурненький такой, весь хороший. Кристина, не Каждым объемчиком полюбовался. Вздумайте влюбиться в Сталина. Не Сталина, я думаю, в Азгура не влюбиться. У самабытным таленце народнага мастака Беларусі Азгура спалучаюцца майстэрства манументаліста і аўтара інтымнага партрэта. «30 гадоў аддаў натхнёнай творчасці Заір Ісакавіч Азгур. Звычайная гліна, трапляючы ў рукі мастака, нібы ажывае. І ўжо здзейснена задума скульптара, асветленая высакароднай ідэяй паказаць Леніна правадыром мільёнаў, волатам чалавечай думкі. Когда развенчали культ личности Сталина, то есть всю ночь Азгур дубасил там какую Сталина, понимаешь, зная, что чем это может, так сказать, грозить эти вещи. Да. Я думаю, это колоссальное такое внутреннее освобождение, если вот такое совершаешь. Я так пытаюсь как-то моделировать внутри. Да. А здесь такое странное выражение лица, на самом деле. Мне вот его трудно расшифровать, то есть о чем человек думает, Мне кажется, он строго так глядя на ребенка. Убить тебя? Сразу или подождем? Ну, я вообще не знаю насчет беспризорника. У меня было впечатление, что он уже, ребеночек этот, он уже все просто. Он уже... Есть такие. Как бы, да. Вот это наш самый наш Это вот сплошные Сталин, Калина, Фрунзе. Как раз она 54 года. Да, она костюм прилично. До сих пор не расхлебаешь. Ну, я тебе скажу, а что не он так, не был бы он так, Троцкий бы то же самое. Вот Троцкий, зверь еще хуже был. Тут вообще... А не Троцкий, так любой Буденный. Буденный помягче был, видно. Посмотрите, вот Мао Цзэдун улыбающийся, да, довольный. Вся страна, так сказать, работает как надо. Да? Интересно. Теперь посмотрите, вот это портрет. Что нам слепым смотреть как-то? Она говорит, там посмотрите. Они мне все одинаковые там. На этом стенде. Только Ленин виноват, решил, видно, потому что этих орденов куча. Только непонятно, за какие подвиги ему давали. Сколько там? 12 орденов Ленина. Героев же таких не было же. Ужас. Вот это следующий учитель.
Усе гэтыя выдатныя работы нарадзіліся ў майстэрні Заіра Ісакавіча. Яго творчасць шырока вядома ў нашай краіне і далёка за яе межамі. Нядаўна грамадскасць адзначыла 50-годдзе з дня нараджэння і 30-годдзе творчай дзейнасці выдатнага майстра. На ўрачыстым вечары юбіляра цёпла віншавалі Шарахоўскі, намеснік міністра культуры БССР, Пятро Глебка ад калектыва Акадэміі навук БССР, Міхась Лынькоў ад пісьменніцкай арганізацыі Беларусі, вядомы савецкі скульптар Вучэціч. Горача віншавалі Ацкура таксама артысты тэатра імя Янкі Купалы. Заір Ісакавіч падзякаваў за цёплыя пажаданні і запэўніў, што будзе аддаваць свае сілы служэнню народу. Дальше у нас Кузьма-Чёрный. Нет, Дмитров Бядуня. Понимаешь, вывод такой, что вот он этих великих лепил, они за этому Асгуру давали. Он молодец, он работал, все. Но кого-то рабочих, одного-двух рабочих, а так столько всего великих. Да. Поэтому они его и поднимали. Как будто он из хорошей бронзы такой, да? А ведь... Вот и действительно, ты посмотри, какие у всех глаза, какое все каждого выражения, у каждого схвачено все. Ну, посмотри, как этот Маркс смотрит, аж страшно. Как Маркс смотрит, аж страшно. Ну ты что? У меня нету этого зрительного. Потрясение. Ты что? Нет, ну и что? Война прошлась, и все. Оказывается, вот этот человек действительно показал, кто принял первый, самый страшный удар немцев. Вот это людей, которые... Потихонечку ушел. Ну, приятно, правда, увидеть из своего Чего смотреть на этих Ленина Сталина. Вот Майя Саковна показывала нам Хрущева, да? С этой рукой, который обещал нам коммунизм в 80-м году. А вот если вы развернетесь и увидите, вот видите на верхней полке вот такого вот задумавшегося человека, это тоже Хрущев. Вот такой. Неужели жопа думать может, только если на унитазе сидит? Теперь дальше. Ну, то ты можешь всякие гадости говорить. Так Хрущев. Я даже не представляю, как можно успеть за жизнь вот сотворить столько. Где не подставить? Пить надо меньше. Пить надо. Так даже если меньше пить, все равно. Вот тот. Ну, Ленин с ребенком, это понятно, там, помните, Горка где-то там, ну, я не знаю, ну, может быть, он и брал детей на это самое. На спину. Да, почему нет? Да. Говорят, что он любил детей. По нему много чего можно говорить. Он изобразил любовь Ленина. Вот этот Карла Марла с Лениным, которые стояли около ЦК, понимаете, тут, когда заходит было, подходит было, они стоят, тут проходить надо было. Пришло время, выкинули. Ну, нахуя не нужно? Пускай вот стоят тут где-то. Беларусь святочная. Напярэдадні ленінскага юбілею тысячы мінчан сабраліся ля будынка Цэнтральнага камітэта Кампартыі Беларусі. Сабраліся на ўрачыстае адкрыццё помнікаў палымяным барацьбітам за камунізм, за шчасце ўсяго чалавецтва Карлу Марксу і Владзіміру Ілічу Леніну. Хвалюючы момант.
Это Сталин. Это Сталин. Это Сталин. А это кто? Это Сталин. А кто это он? Это Владимир Ильич Ленин. Я ему глаз выколол. Вот, ему 10 рублей подкинули. Он богатый. Проходите сюда, поближе ко мне. Ну что ж, дамы и господа, мальчики и девочки, сегодня я ваш капитан Немо по нашему музею. Музей скульптуры советского периода. В общем, и в частности скульптора Заира Азгура. Судя по вашим заинтересованным лицам, вам очень интересно будет.